Дорогие друзья, мы находимся в Нижнем Бестяхе. Сегодня мы в гостях у семьи Федотовских. Любовь Викторовна, хозяйка этой замечательной усадьбы, много лет занимается огородничеством. Как она разводит свои сады, какие растения она выращивает. Обо всем этом мы поговорим с нашей героиней вот этой передачи. Любовь Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у меня в гостях. Так. Вот, ну, я не скажу, что я хороший огородник. Это точно не про меня. Ну, конечно, я очень люблю свой дом, очень люблю свою семью, детей, внуков, мужа своего обожаю. И люблю наводить порядки. Поэтому по мере своих возможностей, вот видите, какая красота. Да, Мэрилин Монро. Да, это я нарисовала зимой по клеточкам. Видите, теперь она украшает здесь наш дом. Наш дом. Так, давайте поговорим вначале вот про эти цветы дивные. Что это за цветочки? Это шафраны. Это шафраны. Они похожи на гвоздика. Гвоздики. Да шафран. Нет, шафран. Посмотрите, какая красота. Да. Шафран. Это такое вот, ну, скажем, растение, оно капризное, не капризное. Да вот именно не капризное. Так, потому что, видите, у меня в основном шафран. Ну, пойдемте так походим, что мы будем стоять в одном месте. Шафраны. Сильно этот самый. Сейчас, вот у вас сад украшен шафранами. Вот здесь вот тоже шафраны. А про шафраны можете рассказать, когда вы их сажаете, в какое время? Ну, как рассаду в марте сажаю, также их. Вот они двух цветов у меня. Двух цветов. Оранжевые и желтые. Ой, как красиво. Вот. Посмотрите, а вот еще, кстати говоря, да, вот эти шафраны, посмотрите, вот здесь вот очень астры. Красиво вдоль дома посажены астры и шафраны. Да. Вот и они посажены, обратите внимание, в чугунках. Да. А где вы их взяли, эти чугунки? Ну вот то же самое, где и самовары. С ума сойти. То есть подарки, да? Да. В основном подарки. Посмотрите, сколько чугунков, а вы их покрасили. Ну они да, же чугунные, они тяжеленькие же достаточно. Ну, конечно, да? Тяжелые, да. Угу. Ну, вот я просто их привела в такой малость вид. Дом красила и думаю, дай-ка их тоже приведу в порядок. Посмотрите, какой вот чугунок. Он, кстати, легкий. Ведь чугун, это как бы он же из глины ведь, да? Его изготавливают. Ну почему? Чугун это железо. Нет, нет, я имею в виду. Вот это тоже железный, только он тонкое железо. Металлический. Вот здесь вот клейма какие-то есть. И, кстати говоря, это древний чугун, между прочим. Посмотрите, здесь. А где же вы сейчас найдете новые это чугунки? Да. Сейчас уже не выпускают. Вот здесь вот клеймо и буква, да, и в конце вот твердый знак. Здесь вот уже какая-то утрата. Вот здесь вот. Но посмотрите, это вообще просто невероятно. Так, Любовь их покрасила и использует как кашпо под цветы. Любовь Викторовна, подскажите, а как вы выращиваете все-таки шафраны? Вот в какое время вы их высаживаете, какую почву готовите? Ну вот высаживаем обычно в марте, март-апрель. Ну почва у меня обычная, с огорода. Ну я тут еще червей развожу, поэтому у меня там гумус вот этот есть, все перемалываю. Это калифорнийские черви? Да, калифорнийские черви. Они хорошо землю удобряют, поэтому... А расскажите, поделитесь секретом, где вы берете этих калифорнийских червей? Я их сама развожу. Уже 1000 лет. Они у меня вон там емкости 3 штуки. Ну, а первые черви когда появился? Первые это самое мне дали. Несколько чашечку дали, я их развела, и до сих пор они у меня. А давайте посмотрим, где это. Можете показать, где это емкость? Ну, пойдемте вначале туда сходим, потом давайте. Покажу. Хорошо. Ну. Ой, это как вот красиво, кстати, как это чудно. 3 дерева. Так. Это деревья облепиха. Облепиха. Вот это 2 девочки, а вот недавно мне подарили мальчика. Наконец-то. Да. И у вас, наверное, начнут плодоносить тогда эти они начнут деревья. Плодоносить, да. Но уже не в этом году, а на следующий год, видимо. Скажите, а долго они росли? Сколько примерно росли они? Ну, у меня уже лет 5, наверное, лет они 5, растут. Да? Угу. Ну вот, друзья, берите на заметку, вот через лет 5 примерно деревце вырастает вот на такую высоту. И, Любовь Викторовна, то есть для того, чтобы плодоносил вот этот вот кустарник, необходимо, плодово-ягодный, обязательно нужен мужчина. Да, мужчина.
Вот, ну, без мужчин Мгм. никуда. Вот А это вот это... боярышник. Вот в этом году он Мгм. такой богатенький, прям хороший. Видите, вот Ой, уже. какие Да. ягодки. Кстати, боярышник, Он между очень прочим, полезен он для очень, сердца. да, его можно Ну, есть, да? можно, да. Мгм. Скоро я его соберу, буду этот варить компот. Варю компот из черемухи. И вот в этом году Из сварю еще боярышника. боярышник. Вот. Мгм. Вот пойдемте посмотрите мое хозяйство. Ой-ой-ой, посмотрите, друзья дорогие, еще вот одна такая вот хитрость. А что это за емкости такие? Это же пластмассовые бутылки, да? Да, это продают пиво и лимонад, вот эти тубы. Мгм. А они же их это самое, я вот к ним приезжаю, они мне так дают. И вот мы их делаем. Вот как можно посадить цветы, в каких емкостях. Это из-под напитков каких-то. Можно Лимонад и использовать. пиво. Да. Ну, а вот это вот опять шафран. Это опять шафраны. Это опять шафран. Ой, смотрите, вы так его любите. Он по вечерам Он благоухает, пахнут, да? они пахнут. Ага. Да, очень пахнет. Такой прям, слушайте, аромат очень классный. Вот в таких огромных емкостях. Сколько примерно вот в этой огромной емкости? Это на литров, наверное, 40, да, вот этот Ну бак да. у вас? Ну это же, вот это георгины растут в больших Георгины, емкостях. то есть вы посадили Вот в они. одну емкость и георгины? Нет, шафраны отдельно Шафран растут. отдельно. Тут растут только георгины. Только георгины. Ой, Да. какие они у вас богатые. Как вам удалось добиться вот такой вот пышности? Поливать и немножко подкармливать. Чем вы подкармливаете? Ой, ну я покупаю удобрения. Но Куриный помет, наверное, да, Нет, нет? нет, нет, это я не делаю. Мгм. Вот А что траву именно? замачиваю я, Так. обычно травой замачиваю. Ага, и травяным И чаем? покупаю удобрения. Мгм. Молоком можно полить. Так. Вот смотрите, какие у меня цыпочки вывелись. Ой, какие цыпочки у вас. Какие красавицы. Да. А какие цыплята пушистые. Курочка, мамочка такая хорошая, такая заботливая. Ну, а здесь куры, которые плохо несутся. Ну, сколько они примерно несут вам яиц в день? Ну, они, по идее, вообще должны хорошо нестись. Но Мгм. сейчас у них какой-то застой, они что-то не хотят нестись. Ну так, несут, конечно, 3, 4, 5 штук в день несут. Мгм. И у Пойдемте. вас хозяйство какое? Много у вас, да, куриц? Да немного. Ага. Ну, А чем вы штук кормите 25. своих курочек? Ну, комбикорм, этот самый, овес, пшеница. Покупаем. Мгм. Поэтому это. Здесь же у нас сейчас есть свои эти фермеры. Мгм. Ездим в Тюнгелю ездили. Там у них фермерское хозяйство. Вот там покупали пшеницу. Есть в Тюхтюре, тоже продает. Иногда привозят. Пойдемте, я вам покажу свою зону отдыха. Вот здесь мы решили сделать зону отдыха. Вот видите, еще черемуха растет. Ой, Вот боже ягодки. мой, какая черемуха Да, классная. я вас потом угощу компотом из черемухи. Он очень-очень вкусный. Мгм. Вот. Здесь Ой, она как-то какая молодая, она черемуха. терпкая, вот Мгм. эти ягодки. А там вот были это. М. Вот видите, у нас тут зона отдыха. Тут у нас бассейн, который в жару мы так хорошо купались. Качеля. У меня внуки есть, они, правда, подросли, сейчас уже не очень хотят ходить, а раньше все время Ой, здесь они, наверное, пропадали. обожают здесь быть у бабушки с Ну. дедушкой. Вот у меня, видите, пенек расцвел. К нему ежик подбежал. Мгм. Вот тоже творение Ванюши. Вот эта полка. М. для И то есть вы цветов. везде все посадили, да? Да. То есть посмотрите, емкости какие использует Любовь Викторовна. Вообще, откуда вы черпаете вот идеи для своего сада-огорода? Я не знаю, из головы. Где-то что-то увижу, посмотрю. А Мгм. так это само. Вот мы построили летний домик. Мы там Мгм. ночуем. Такая М. красота. Короче, мы на лето уходим из дома. Ночуем там. Пойдемте посмотрим. То есть у вас дачный домик Да, получается? да, да, это у нас дача, мы так и Частный- называем. Частный двор, усадьба и есть Да. вот такой вот Вот видишь, флигелек, какую полочку он сделал? домик. Да, это сварил ваш супруг. Ну, конечно. Ой, как красиво, Да. как здорово. Ну, вот это было уже позже сварено, поэтому на следующий год, если, дай бог, здоровья будет, Мгм. рассажу цветы хорошо,
И будет у меня тут красивое это место. Зона, клумба. да. 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 Ну вот. Опять-таки, вот дом вы украсили шафранами, посадили, петунья у вас растет. А вот это вот, кстати говоря, это что за растение? Это эти Вьюнок. Это вьюнки, да. не фасоль Не, декоративная? не, не, это просто цветы. Вот так украшен внутренний двор этой усадьбы. Я, кстати, Качели оформлены вот хот- этими вьюнами. Они, кстати, расцвели. Как же этот цветок называется? Вот я забыла. да вьюнки. Вьюнки. Ну, в народе вьюнки. Кстати, у меня тоже на даче растет вот это растение. Я не помню, как называется. Вот здесь у нас смородина растет, только она у нас не смородина, а я хотела, кстати, вам нарвать ее, Мгм. и времени у меня не хватит. Это что это? с крыжовником, В смысле, это гибрид какой-то, да? да, А, очень вкусный. Посмотрите-ка, друзья, а откуда у вас вот этот вот гибрид? Вы его где-то покупали? Я его или- купила в питомнике в Якутске, и это Так. самое, оно у меня давно, Крыжовник и смородина. да, ну, Черная смородина, да? как-то она называется Как по-другому. растет? Да хорошо растет, вон видите, Ну, сколько лет вон вот сколько этим кустам? ягоды. А? Эти кусты, видимо, давно посажены, Ну, да? конечно. Это Ну, же- лет 15 есть им? Ну да. Ух ты! Ой. Вот такая вот красота. Посмотрите, какие Попробуй, они вкусно черные, такие вот крупные. Вкусненькие. Нет, есть Чёрные. вообще такие бывают крупные. Мгм. Но они сейчас, вот что М, характерно, Очень они сладкие. спеют это неравномерно, и поэтому, которые спеют, они падают. Видите, вот какие крупные падают. М, Ну, Посмотрите, застелили картоном. Для чего? Для того, чтобы собрать потом урожай оттуда. да Падалки, да? нет, это просто, для чтобы чего? трава не... Не А, люблю траву, Ага, что она это. понятно. Поэтому мне, М, я бы было бы Ягодка желание. просто замечательная. Мгм. Очень вкусная. А вы готовите компоты или варенье, или замораживаете? Я замораживаю. Но почему-то она вот когда заморожена, она не очень вкусная. А вот именно вот так с куста очень вкусно. Ну, конечно, она же Поэтому пришел, свежая. поел, Мгм, нормально. да. Витаминизировался и порядок. Вот у нас тут елочка растет. Вот так. Ну, пойдемте в огород. Так, елочка. Вы елочку, смотрите, она у вас такая ровненькая, такая чудесненькая. Вы ее подстригали? Верхушечку Ванюшка немножко отрезал, Мгм. чтобы она пушисти была. А так больше ничего не трогаем. Ну, ей, видимо, тут нравится, но он Мгм. хорошенькая. То есть верхушку вы обрезали для того, чтобы пошли боковые побеги. Они и были. Ну да, чтобы это пышнее было. Красивая елочка. Да. Это у нас комната там. Это вот зимний курятник. Здесь зимой. То есть у вас куры, кстати, и зимой, да, Да. зимуют. А как вы отапливаете? С помощью газа? Ну, дом отапливается, но все в одном. Мгм. Так и вместе с домом отапливаем. Мгм. Вот. Друзья дорогие, ну вот, в общем-то, цель нашего приезда сюда – это огород. Вот что выращивают жители Нижнего Бестяха? Помидоры, капусту, Что за сорт Перцы. помидоров у вас? помидоры разные. Вот эти, знаешь, что это, вот, кстати, очень декоративные карликовые помидоры. Посмотрите, как деревца, сколько на них помидоров. Сейчас Ух покрасивеет ты! вообще. Это будут. не монгольский карлик, называемый такой вот? Это просто карлик. Я не знаю, как может быть у него другое еще название, но я зову их карликовые. А, Картошку, кстати, сажаю рассадой. Сажаю в конце апреля, даже вру, в конце марта. Сажаю в рассаду и потом высаживаю. Видите, она у меня какая хорошая. Я когда буду копать, она такая будет крупная, такое удовольствие. А в теплицу рассадой – это в первый раз я такой слышу. Вы откуда это взяли метод? я, кстати, выписывала раньше Анаплюс. Мгм, Там якутский этот писал, что у нас лето короткое и не хватает, мгм. чтобы вырастить картошку. И вот он рассады. Но он там сажал в этих, в опилках, потом это. Я все перепробовала, но лучше всего вот коробочки из-под кефира, все. В них я, короче, осенью В заготавливаю. тетрапакетах, да? Осенью заготавливаю землю, все, и весной вот в
конце марта уже сажаю. Так, расскажите про землю. Это очень интересный способ, между прочим. Вдруг кто-то возьмет на вооружение. Да земля Допустим, обычная, вот земля наша. обычная. Дальше что добавляете в эту землю? Перегной нужен? Ну, желательно перегной. Опилки А или потом... там что-то? Нет, опилки я не добавляю. Зола, трава. Золу тоже не это сам. Почему-то у меня, когда с золой, оно как-то пропадает. А обычная земля, единственное, что проливаю марганцовкой, прям кипятком. Картошку тоже обрабатываю вот это фитофторином, чтобы не было болезней. И сажаю, и она мне То есть вы стоит картошку берете не семенами, а как бы вот, ну, в смысле клубнями. клубни, и вы разрезаете их? Нет. То есть каждую да, картофелину да, сажаете? я беру такой средней величины клубни. И так вот их сажаю. У меня где-то фотографии есть, можно показать. Ну, пойдем в теплицу, в которой... То есть вы сажаете, ну, в принципе, все сажают таким образом же. Рассады-то? Да ладно, кто рассады картошку сажает? Это я одна здесь такая. Да? Ну, а как Да. все-таки рассада? Я не поняла. То есть вы каждый клубень сажаете отдельно в отдельную емкость? Да. А, вот так вот. Вырастает вот такие вот длиннючие. Потом я их, это самое, как его, ну, вспахивается поле, выкапываю. И, Туда ложу навоз, кстати, конский, проливаю кипятком, сажаю и сразу же ее это окучиваю. Вот. И у меня уже недели через 2 она уже цветет. Вот это да. Да. То есть получается, она у вас посидела вот в этих отдельных емкостях, в Да. этих стаканчиках. Там такая корневая система мощная образуется. Вообще. А потом не болеет у вас вот каждый Да ничего не саженец? болеет. А что их же не трогаешь, вынимаешь, они все нормальные. Посадил, полил и все. Многие огородники, кстати говоря, страдают от проволочника. Как Ну, вы с ним боретесь? опрыскиваем, но сильно у меня такого нету, слава богу. То есть как бы Да. профилактические меры это у вас только фитоспорин, да? Ой, там Ванюшка меня опрыскивает разными. Вот он деревья опрыскивает, березки, вот потому что бывает толя, вот эти муравьи разносят, вот от муравьев сыпем там всякую, боремся. Ух ты! Это вот такая теплица. Я подумала, что это очередной дом ваш какой-то. Да ладно. Оказывается, это теплица. Это огуречная. Здесь растут огурцы отдельно, и с помидоры. другой стороны растут помидоры. Да. А какие сорта вы используете? Посмотрите, все зелено у вас. Ой, а какие плоды-то, боже ж мой, а! Вот это да, посмотрите. Вот этот плод, по-моему, бычье сердце называется, да? Да, помидор? наверное. Сейчас мы покажем. Вот бычье сердце, вот только что сорвали. Вот такой вот красивый румяный помидор. И он какой-то немножко сладковатый, да, на вкус? Вот. Бычье сердце. А какие еще сорта вы любите? И вы сажаете каждый год одни и те же? Или вы как-то, ну, экспериментируете? Ой, да, как-то? покупаю, какие семена есть. Вообще мне нравятся очень эти, как у него, перцевидные. Они тоже такие большие, хорошие бывают. Ну, знаете, сейчас семена продают очень плохие. Да. Поэтому вот это мне, кстати, дали. Это называется морковный. Они небольшие, но зато мы с них столько уже помидор съели. То есть они прямо дозревают прямо на грядке, или вы снимаете плоды? Нет, они вон дозревают. Вот я сегодня там сняла, увидите. Ну, это маленький сильно. Я потому что тут Маленький. сняла. А вот там еще, вот смотрите, созрел этот плод. Это какой сорт помидора? Друзья дорогие, можете сразу оценить, какие помидоры плодоносят и как. То есть вот маленький, вы сказали, бычье сердце, потом вот вам вот этот подарили, как он называется? Морковный называется, не знаю, Ой, как он они такой называются. маленький, ой, такие крошечки растут. Не, ну есть и побольше, вон они Да, побольше, это просто да. этот самый. А это у вас бычье сердце и второй сорт? Да я не знаю, тут сортов много. Москвич, может быть, да? Москвичи, они вообще-то маленькие, мелкие. Ну, Мелкие? я веду это Помельче плоды, да? по высоте, А, они по маленькие. высоте. А это, вот, А это видите, какие-то великаны. И, кстати говоря, вы их посынкуете? посадковала, делала, все, сейчас уже плюнула. И пусть растут, как растут. Пусть растут, как растут. Ну, уже, в общем-то, Уже осень. почти, да, на пятки нам наступает осень. И уже... А посмотрите, вот цветочки, но они скоро же ведь тоже дадут, да? Или уже не дадут? Вот. Ну, если успеют, дадут, не успеют, ничего страшного. Вы отапливаете каким-то образом вот под осень теплицу? Нет.
То есть Осенью у вас вообще не все вытаскиваю. закрыто. Да, это Мгм. сама. Но Ну, одновременно, вот смотрите, у вас здесь форточка, да, проветривается. То есть огурцы, вернее, помидоры любят, ну да, когда они немножко проветриваются. сквозняк, Ага. да? Мгм. Какой сорт перцев вы сажаете, и у вас, смотрите, как они хорошо плодоносят. Да ладно, не очень-то хорошо. Да разные. Мгм. Я же говорю, я вообще названиях не понимаю, нет. Я прочитала, купила, посадила. А вот интересно, посмотрите, у вас Кабачки. грядка, да? Здесь высажены у вас помидоры какие-то карликовые, и это, видимо, черри. Помидоры черри. Нет, это просто карликовые помидоры. А, Черри, они и высокие еще есть. вы посадили здесь укроп. Укроп, он просто паданками сам лезет. Я его, Сам да. вырос, да? То есть Ну, вы специально этого не делали? То есть, ну нет, да. а я подумала, что, может быть, вы специально, чтобы какие-то вот отпугивал, ведь укроп же он такой А, пахучий. Ну нет, он Мгм. это самое, как его, семена сыпятся, и пусть они мне не Мгм. мешают, поэтому это, Мгм. ради бога, растут. Здесь у вас тоже помидоры. Да, вон там кабачки растут. Там вот уже это же смородина та же самая у меня вся, она одного вида. Мгм. И кабачки. А кабачки какие? Какого? Ну, вот кабачки я тут Сорта. сорвала уже. Мгм. Ну вот еще есть это самое. А буквально вот дома у меня там, Мгм. вот, вон тут, вот он большой. Ну, Вы их побольше. опыляете, да, эти кабачки? Они же как Нет, их они нужно сами опылять? опыляются. Это самоопыляемые. Мгм. Поэтому я не А, хожу. а так вы вот больше всего любите, я так поняла, помидоры, да? Потому что помидоров у вас очень много. Да не очень. Ну как не очень? У вас целые теплицы, и на улице, посмотрите, сколько у да. вас помидоров. А другие культуры, там тыква, там еще что-то вот Нет, такое вот. я не выращиваю ни тыкву, это самое. Вот еще люблю эту репу, но вот она Мгм. тут сидит, ну, по-моему, я не знаю, Мгм. что-то А будет что вы там или не будет. готовите из репы? Ее просто так порезать и поесть. Мгм. Она очень вкусная. Вон, боярка Вообще, вылезла. да. Вообще я сейчас уже столько лет ничего не закатываю. Мы едим М. все свежее и замораживаю зимой. А что вы замораживаете? Ну, вот помидоры замораживаю, огурцы Да? замораживаю. Ой, да. расскажите-ка про рецепт, как заморозить можно помидоры. Да просто взяли Друзья и положили дорогие. в морозилку. Так, вы разрезаете его? Нет, Моете? ну вот они, это самое, или если грязные, помыть, если что, протер. И Так. все. И прям замораживаете, Да. в ларь кладете? Ну да. Так, а потом как вы их употребляете Ну, в пищу? в те же борщи там варишь или что, зажарку кинул, шкурка она снимается Мгм. очень хорошо, и все, и вместо... А аромат? Ну, нет такой вот ощущения вот какого-то вот, ну как, ну такого мокрого такого вот. Не, А нормально. в салат можно его добавить? Можно и в салат. Значит, вот этот помидор вы еще используете замороженный в салат. Да, его можно разрезать и точно так же замороженных сделать салаты. Да? Вообще прекрасно. Те же огурцы, те же помидоры, перец, лук. Вы все замораживаете. А перец как вы замораживаете? Вы его чистите, Да. убираете вот эту Да, да, да. плодоножку, семена, да? Да, И потом в можно его один в один и порезать. складываете, или порезать можно. Порезать его лучше, Так. да. А помидоры можно прям вот такими плодами, да? Можно, да. Не вот они. разрезая. Ну, я не разрезаю. Мгм. То есть, дорогие друзья, оказывается, можно вот таким вот образом заготовки себе сделать именно вот свежие, без каких-то консервантов, без уксуса, да? Вот, ну, Нет, я сейчас не консервирую, потому что у Почему? меня Ванечка ничего это не ест, Так, и а вы? я тоже не хочу. Мгм. Поэтому это... Раньше, когда были дети маленькие, как-то все это консервировалось. А сейчас нам хватает. Вот мы поели, Да. да, ну, считайте, все лето до поздней осени нам этого хватает. Я даже А магазинные не до покупаю. конца, вот на зиму, ну, насколько вам хватает своих помидоров? До какого периода? Ой, да, я сейчас вот, они будут, это аджики наделаю. Вот единственное, что аджику делаю. Мгм. Ее нам хватает надолго очень. На всю зиму практически, Ну да? да. Ну, А а эти, я господи, они вон напомню, до сих пор дорогие еще друзья, лежат. что у нас зима, в общем-то, длится, ну, около 8 месяцев. То есть вот так вот, до следующего лета. Друзья, ну вот, мы и побывали в усадьбе на огороде у Любовь Викторовны Федотковской. Вы посмотрели сами, как можно выращивать самые обычные культуры, которые мы все любим, умеем выращивать. Но, может быть, что-то полезное вы взяли из опыта Любови Викторовны. А особенно мне понравилось про заморозки. Ну что, друзья дорогие, будем пробовать?